Human Rights Watch. За ней Институт безопасности и свобода репортера. После того, как он избил меня, я прибежала в прокуратуру в крови. Сказала мне 28-летняя женщина, которую в течение 4 лет унижал и насиловал муж. Но когда она попыталась отчитаться о насилии, она сказала, что прокурор ее прервал. Сказала: разве не вы сама виновата? Он позвонил мужу, сказал, где она, и рассказал, что все будет в порядке. Иди домой. Это история женщины, которую я называю Зибол. В докладе, который мы публиковали вчера, он называется «Насилие и каждый его шаг. Реагирование государственного бытовое насилие в Таджикистане». Здесь документированные преграды на пути правосудия по случаю тех, кто пережил бытовое насилие. Законы, которые гарантируют их права на защиту и социальный уход. Human Rights Watch зафиксировал растущие лакуны в мерах реагирования полиции, судебной системы на бытовое насилие, включая отказ проведения следственных действий по жалобам и обеспечения защиты, отношения к бытовому насилию как к бытовому преступлению, которое не является уголовным. Закон 2019 года о профилактике бытового насилия привел к важным мерам, таким как пропагандистские кампании, дополнение кадров специальными подготовленными экспертами, но пережившие законы юристы, правозащитники говорят, что полицейские часто проверяют законы, и у жертв нет адекватных средств защиты, нет доступа к убежищам и услугам. Недоотчетность, недостаточный сбор данных таджикским правительством делают сложную оценку размаха явления, но местные международные группы говорят, что это распространенное явление. Женщины, которых мы опросили, говорили о годах злоупотреблений со стороны интимных партнеров и мужей, включая удары, удушения, изнасилования, удары тупыми предметами, такими как железные кочерги или лопаты. Они говорили, что жертвы иногда лишали их одежды или питания, или не давали ходить в туалет или на кухню. Женщины говорили, что насилие приводило к внутренним гематомам и к ущербу для жизненно важных органов. Закон позволяет правоохранителям изолировать женщин. Они часто не делают этого, и пережившие насилие часто приходится понимать, что нет мест в убежищах, нет усилий. Основные рекомендации. Таджикистанское правительство должно эксплицитно изменить закон о насилии с тем, чтобы вывести его в состав отдельного преступления и расширить охват убежищем. Сейчас работают только 2 таких убежища на территории страны, в которой проживает 9 миллионов человек. Большое спасибо. Большое спасибо, Human Rights Watch. Я прошу вас передать полный текст в отдел документов.